Пятый юбилейный фестиваль классической музыки «Гранд Опера Гала» в этом году будет представлен постановкой оперы «Богема» итальянского композитора Джакомо Пуччини, до премьеры, которая пройдет в Росдраме, осталось буквально 2 дня. Артисты репетируют и днем, и ночью. О том, в каком прочтении «Богему» покажут абхазскому зрителю в пресс-центре «Спутник Абхазия», рассказали главные действующие лица постановки. Интересно, на самом деле, поставить оперу «Богема» за такие короткие сроки, потому что у нас на самом деле очень мало времени, но при этом у нас настолько слаженная команда, настолько потрясающие солисты, и это настолько интересный получается процесс, потому что мы ставим, вроде как у нас заявлено концертное исполнение, но все равно это получается не совсем концертное исполнение, как за границей говорят, это semi-stage, когда действие на сцене происходит, и артисты все равно в образах, в костюмах и в каких-то минимальных, но в декорациях. И все равно мы постараемся рассказать всю историю, которую Джакомо Пуччини вложил в оперу «Богема», потому что Джакомо Пуччини — это самый, наверное, потрясающий композитор в истории музыкальной культуры вообще в Европе, потому что эта опера, она настолько о сегодняшнем дне и о человеческих чувствах, которые мы испытываем сегодня, здесь, сейчас, что невозможно, наверное, просто остаться равнодушным. Не остались равнодушными, причем друг к другу, и главный герой «Богемы» Рудольф и Мими. Простая девушка и бедный поэт. Судьба их свела в зимнем Париже. Молодые люди полюбили друг друга, но счастье было недолгим. О чувствах Мими и Рудольфа рассказали исполнители главных ролей: сопрано Нана Черкезия и тенор Александр Мурашов. Рудольф, он такой человек немножко двуликий. Я считаю, не знаю, как Мария. Мы это обсуждали с тобой. Да, потому что он находится постоянно в своих мыслях. Он постоянно ищет музу. Он не живет в реалиях. И то, что вот с ним происходит, с одной стороны, он это воспринимает серьезно, мне так кажется, а с другой стороны, не очень. Потому что вот случилось это действие, а потом, после этого, он напишет какую-нибудь поэму. Ну, Мими – такой чистый, светлый образ девушки, которая живет в своем мире, в своей маленькой квартирочке. И мне кажется, она, не кажется, а точно не влюблялась до этого так сильно, как это произошло с Рудольфом. И тут она несет в опере образ светлой какой-то линии и любви, чистой любви. И мне так ее жаль. Я, когда учила партию, вот последнее действие очень сложное, когда она умирает. Руководитель фестиваля «Гранд Опера Гала» и исполнитель роли Марселя в «Богеме» Саид Габейчи отметил, что на сцене будут задействованы более 80 артистов. Больше половины из них – это симфонический оркестр войск Национальной гвардии России под руководством Владимира Васяка. Это очень значимое событие в культурной жизни нашей страны, потому что такие проекты происходят крайне редко. Был всего лишь один раз, и вот сейчас есть возможность услышать полностью оперу, даже не совсем в концертной постановке, а в полуконцертной постановке. И я, конечно, очень рад, что ежегодно абхазские известные, абхазские молодые исполнители могут творить на одной сцене. Вот, собственно, основная цель фестиваля «Гранд Опера Гала» заключается именно в этом. Настоящий праздник ждет поклонников классической музыки уже в этот четверг, 15 августа. Впервые в Абхазии на сцене Росдрама зазвучит грандиозная опера Джакомо Пуччини «Богема». Анастасия Никонова, Сасрапагухава, Абаза ТВ.